Эфир нашего телеканала продолжит выпуск новостей. В студии Василий Раченко. Здравствуйте. Смотрите сейчас. Якутяне смогут отслеживать рейсы паромов с мобильного приложения. Дезинфекцию подъездов многоквартирных домов усилили в Якутске в связи с текущей эпидобстановкой. Усилили и режим безопасности в школах региона. Как работает система, расскажем на примере Ленска. МЧС России впервые приступила к разработке проекта закона о безопасности людей на водных объектах. Он должен быть согласован к концу года. В настоящее время отсутствует профильный федеральный закон, регулирующий деятельность Государственной инспекции по маломерным судам. Сфера ее компетенции отражена в Кодексе торгового мореплавания, Кодексе внутреннего водного транспорта и Водном кодексе. При этом целый ряд направлений требует законодательного регулирования. Именно на решение существующих правовых пробелов направлен проект федерального закона о безопасности людей на водных объектах. Якутяне смогут отслеживать рейсы паромов с мобильного приложения. Всех перевозчиков планируют подключить через трекер «Паромы Якутии» уже в этом году. Это позволит увидеть работу паромных переправ в режиме реального времени, а также отображать информацию о причалах и расписании рейсов. Сейчас приложение дорабатывается и работает пока в тестовом режиме. Данные с паромов поступают через трекер, подключенный в капитанской будке, либо путем интеграции через систему LORP. На переправе Якутск-Нижний Бестях из 13 паромов к системе подключены 7. На переправе Качекацы-Махсагалух подключен 1 паром из 5. Теперь об эпидобстановке. За сутки в Якутии выявили 106 новых случаев заражения коронавирусом. Из них в Якутске заболел 61 человек. Сложной остается ситуация в Мегино-Кангаласском районе. Там выявили 19 случаев. В Усть-Алданском районе заболели 5 человек, в Амгинском, Горном и Чурапчинском по 3 случая. В Алданском, Вилюйском, Намском и Нюрбинском районах по 2. По 1 человеку заразились в Кобяйском, Оленёкском, Сунтарском и Хангаласском районах. За сутки лаборатории региона провели порядка 3200 исследований на COVID-19. Оперативный штаб Якутии сегодня обращает особое внимание на ситуацию в тех районах, где отмечается значительный рост заболевших коронавирусной инфекцией. Необходимо обратить внимание на наличие прежде всего новых случаев в Оленёкском улусе. Это улус, один из которых был достаточно долго чистый от коронавирусной инфекции. Кроме того, осложняется ситуация в Усть-Алданском районе, в связи с чем как жителям Усть-Алданского района, так и гостям, приезжающих в этот район, необходимо обратить внимание на все-таки осложнение санитарно-эпидемиологической там ситуации. Под особым вниманием органов государственной власти относится Мегино-Кангаласский район Республики Саха-Якутия. К сожалению, со стороны оперативного штаба района принимается малое количество действенных мер, направленных на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и контроля на территории района. Дезинфекцию подъездов многоквартирных домов усилили в Якутске в связи с текущей эпидобстановкой. Если раньше влажную уборку стен, полов, подоконников, регистров, дверей, щитков и почтовых ящиков проводили 2 раза в месяц, то сейчас уже 2 раза в неделю. Наша съемочная группа отправилась на выезд с компанией «69-й квартал», который обслуживает 32 каменных дома. Так, 7 уборщиц ежедневно протирают перила, поручни, дверные ручки и домофон тряпками, обработанными дезинфицирующими средствами. У меня пожелание, конечно, к жителям нашего квартала и не только многоквартирных жилых домов, чтобы все-таки бережнее относились они к своим подъездам, чтобы аккуратнее, чтобы берегли и уважали труд уборщиц. Все-таки это очень тяжелый труд. Есть такие подъезды, особенно кто держит собаку. У меня обращение к таким жителям, что все-таки если вы выгуливаете собаку, то выгуливаете ее на улице, но если в подъезде что-то, то уберите после этого. А то потом начинают нам звонить и требовать с нас, и что мы плохо убираем, и что уборки нету, потому что кошки, собаки гадят в подъездах. Восстановиться после COVID-19 жителям Мирного предлагают с помощью адаптивной физкультуры и дыхательной гимнастики. Специальный комплекс упражнений подходит людям всех возрастов и не имеет противопоказаний. Курсы реабилитации посетила Марфирина Алексеева. Специалисты культурно-спортивного комплекса и медицинского центра компании «Алроса» разработали комплекс упражнений, который включает в себя дыхательную йогу и гимнастику, диафрагмальное дыхание и общеразвивающие упражнения.
Для того, чтобы начать заниматься, нужно предоставить медикам культурно-спортивного комплекса справку о проценте поражения легких от врача-терапевта. Затем проводится спирометрия. Это замер рабочего объема легких и скорость выдыхаемого воздуха. После этого назначается индивидуальный комплекс упражнений. У пациентов, которые недавно перенесли коронавирусную инфекцию, намного снижен рабочий объем легких. Они вот приходят перед адаптивной физкультурой, у них объем легких бывает снижен где-то процентов на 20-25, даже на больше у некоторых. После прохождения адаптивной физкультуры, после этого курса, да, пациент может пройти повторный курс обследования, спирометрию, и мы смотрим разницу уже, насколько повысился рабочий объем. Существует 3 группы занимающихся. Распределение переболевших зависит от процента поражения легких. Это группы до 10, более 15 и 30% поражения. У каждой группы более 30 различных упражнений. Из-за того, что плохо развиты легкие, кислородом очень плохо насыщается кровь. Из-за этого вылазят всякие разные болячки, организм истощается. Наши упражнения направлены на развитие легких, всех отделов верхних и средних, нижних отделов легких. Вообще все упражнения дыхательной гимнастики, они очень эффективны. Вы даже сами можете попробовать, даже простое упражнение. Вот поднимаете, вдыхаете глубокой грудью, выдыхаете. Вы, если будете их делать очень хорошо и эффективно, вы сразу почувствуете. Почувствовала прямо постоянную усталость и постоянную какую-то тяжесть дыхания, головокружение и так далее. И вот пошла к врачу. Польза налицо, потому что даже несколько занятий уже проходишь, и становится легче, и дышать легче. Может быть, люди думают, что надо идти прыгать, скакать, бегать, но если вы переболели с поражением более 30%, это вообще очень благодарный организм. Он не сможет бегать, прыгать, он раздышится, легкие расправятся, восстановят свой объем и сразу почувствуют себя, особенно пожилого возраста люди. Самые распространенные симптомы перенесших COVID-19 – это одышка, быстрая утомляемость, головокружение, тяжесть и боль в спине. Пациенты, занимающиеся адаптивной физкультурой, отмечают, что польза дыхательной гимнастики и йоги недооценена. Упражнения хоть и кажутся простыми, но эффект виден практически сразу. Марфелина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. Усилили режим безопасности и ввели пропускной контроль в образовательных учреждениях Ленска. Согласно соответствующему приказу Управления образования, со вчерашнего дня допуск родителей и въезд частного транспорта на территорию школ запрещен. Охранники обязаны регулярно проверять учащихся, контролировать работоспособность тревожных кнопок, совершать обходы территории и зданий, находящихся на них. Кроме этого, с учащимися проводятся уроки безопасности. Но также будем рассматривать вопросы по запасным входам. Они тоже будут отслеживаться и контролироваться непосредственно ответственными людьми, которые в школе. В детских садах у нас с 9 утра до 5:15, до 6 входы, ограждение под ключом. К другим новостям. Торгово-промышленная палата России предложила снизить налоговую нагрузку на малые предприятия в сфере медиакоммуникаций. Это коснется тех, кто использует упрощенную систему налогообложения. Государственная поддержка печатной индустрии сегодня особенно важна, как с точки зрения сохранения рабочих мест в отрасли, так и в целях поддержания национальной информационной безопасности, отметили в палате. Специалистов связи, ветеранов и людей, которые внесли вклад в развитие инфокоммуникационных технологий региона, наградили в Якутске. Так, письмом президента страны награжден министр связи региона Анатолий Семенов. Государственную премию Якутии имени Петра Дудкина в области связи и информационных технологий присвоили звание лауреата Валентину Киселеву, преподавателю Якутского колледжа связи. Я начинал в 60-х годах с телефонного коммутатора. Когда был праздник, если появлялся в квартире телефон, который добывался очень трудно, кто старшее поколение помнит. И все коммуникации происходили по проводным системам, и радиолиниям. Поэтому имею право сказать, что подготовив тысячи специалистов, со своей стороны я тоже внес какой-то
вклад в развитие республики. И горжусь тем, что являюсь членом такого общества и по мере сил еще постараюсь улучшить эти позиции. Спасибо. Также знаком отличия «Гражданская доблесть» наградили Иннокентия Киринского, начальника службы радиовещания ВГТРК «Саха». А премию главы Якутии имени Кондакова в области телерадиожурналистики и звание лауреата получили наши коллеги Наталья Михайлова и Нина Корнилова. А к этой минуте у нас все. До встречи в эфире.